На Кавказе, как и нигде в другом месте России, адаты и мусульманские законы шариата еще крепко держат в руках большую часть населения повиновении. И это нам во многом облегчает задуманную акцию. Горцы по натуре очень наивны и легкомысленны. С ними работать легче, чем с другими национальностями, для которых коммунизм не превратился в фанатизм. Нам нужно хорошо вооружить местных бандитов, передать им важные объекты до прихода германских войск, которые они сохранят для нас. Когда Грозный, Малгобек и другие районы будут в наших руках, мы сможем захватить Баку и установить на Кавказе оккупационный режим, ввести в горы необходимые гарнизоны и, когда в горах наступит относительное спокойствие, всех горцев уничтожить. Горского населения Чечено-Ингушетии не так уж много, и десяток наших зондеркоманд может за короткое время уничтожить все мужское население. Для этой акции в Чечено-Ингушетии много превосходных условий, ущелий, и не будет надобности сооружать лагеря. Конец цитаты. Этой выдержки из немецко-фашистского документа, захваченного нашими войсками, с беспримерной наглостью и циничной откровенностью говорится об участи, которая ожидала чечено-ингушский народ в том случае, если гитлеровцам удалось бы захватить Кавказ. Но чудовищная политика геноцида была фашистскими извергами уготована не только чечено-ингушскому, но и всем народам Советского Союза. Ставка на бандитов, изменников и предателей из среды населения захваченной территории была излюбленной традиционной мерой гитлеровцев. Во Франции они опирались на пятую колонну, в Норвегии – квислинговцев, а у нас на изменников власовцев и бандеровцев. В такой же откровенной форме геноцид планировался Гитлером и в отношении населения центральных областей России. После завершения молниеносной войны планировалось очистить территорию Советского Союза от населения, чтобы создать жизненное пространство для арийско-немецкой колонии. Поставив перед собой эти цели, 22 июня 1941 года фашистская Германия вероломно напала на Советский Союз, одновременно вторгшись в пределы страны по всей границе от Балтийского моря до Черного. К этому дню гитлеровцы готовились с первого часа прихода к власти. Командование вермахта основательно изучило мощь нашей страны, ее военно-экономический потенциал, оснащенность Красной Армии средствами военной техники. Фашистский генералитет имел основательное представление о возможностях нашей промышленности и сельского хозяйства в случае перевода их на рельсы военного времени. Больше того, пользуясь чрезвычайной подозрительностью Сталина, Гитлеру и гестапо удалось осуществить грандиозную провокацию в отношении руководящего состава Красной Армии. Гестапо чрезвычайно умело сфабриковало фальшивку, свидетельствующую о готовящемся якобы военном перевороте в Советском Союзе, и которые якобы должны были возглавить такие блестящие полководцы страны, как Тухачевский, Якир, Убаревич и другие. И почти весь высший командный состав Красной Армии и военно-морского флота был уничтожен. Затем необоснованные репрессии обрушились на старший
и средние командные составы. Одновременно необоснованным репрессиям подверглись также и партийные советские инженерно-технические кадры, деятели науки, искусства, культуры по всей необъятной стране, сверху донизу. Ни в одной стране ни одна война не принесла столь больших потерь в руководящих кадрах армии, какие принесли у нас печально знаменательный 1937 и последующие годы. И вряд ли Гитлер легко пошел бы на войну с Советским Союзом, если бы воспитанные за 20 с лишним лет кадры командиров Красной Армии, возглавляемые столь блестящими полководцами, как Тухачевский, Якир, Убаревич и другие, руководили армией рабочих и крестьян нашей страны. Все командиры корпусов, дивизий, бригад, все политработники этих рангов, подавляющее большинство командиров полков, начальников штабов корпусов, дивизий, полков, все командующие военными округами, многие генштабисты, преподаватели военных академий были уничтожены, либо сосланы в далекие лагеря. И это хорошо учитывали гитлеровцы. Многое, очень многое знали они о нашей оборонной способности. Но не знали одного. Они не знали нашего народа. Не знали, какие могучие духовные силы сокрыты в нем. Не знали мощи интернационального сотрудничества народов Советского Союза. Фашисты были твердо уверены, что Советский Союз, включающий десятки крупных, мелких, разноязычных, разноплеменных народов, при первых же ударах рассыплется, как карточный домик, и что в течение 10-15 недель вся наша необъятная страна будет лежать у ног Гитлера, как легли многие западноевропейские государства: Франция, Бельгия, Голландия, Норвегия, Дания, Греция, Польша и другие. Немецко-фашистский генералитет начал войну против нашей страны, хорошо подготовившись. В его распоряжении находились уже давно отмобилизированная армия в 5 миллионов солдат и офицеров. И у гитлеровского вермахта был двухлетний опыт войны в современных условиях. В плане молниеносной войны с Советским Союзом, носившим кодовое название «Барбаросса», с немецкой педантичной скрупулезностью все было расписано по дням и даже по часам. Все было как будто правильно и непререкаемо с точки зрения военной стратегии. Однако в плане «Барбаросса» вовсе не был отражен один существенный момент – морально-политическое единство советского народа. Не из лоскутьев состоял Советский Союз, как думали гитлеровцы. Это был железно цементированный конгломерат братских народов. На Западе фашистский вермахт встречал одно и то же. После первых сокрушительных ударов соединенных сил танков, артиллерии и авиации рушились оборонные линии противника. Гитлеровская армия неотвратимым валом вторгалась в чужую страну. Через несколько дней война в захваченной стране кончалась ее капитуляцией. В Советском Союзе воевали не по правилам, предусмотренным параграфами немецко-прусской стратегии. Что красноармейцы воюют не по правилам, гитлеровцы убедились уже в первый день войны на примере героической обороны крепости Брест. Брестская крепость находилась на пути главного удара
наиболее мощной группировки немецко-фашистских войск под наименованием «Центр». Крепость намечено было захватить в первые 2 часа после начала войны. Фашисты были уверены, что она будет занята сходу. И основания к этому были. Крепость, во-первых, лежала на самой государственной границе Советского Союза. Во-вторых, нападение готовилось в глубокой тайне и произведено было совершенно внезапно, когда гарнизон крепости безмятежно спал. В-третьих, враг был втрое сильнее. Здесь действовали отборные 45-я, 31-я, 34-я немецкие пехотные дивизии. Нападение было начато в 4 часа 15 минут утра массированной бомбежкой эскадрильями 2-го немецкого авиационного полка с одновременным открытием ураганного огня артчастями 3 наступавших пехотных дивизий и поддержкой многочисленных артбатарей танковой группы генерала Гудериана, вторгнувшейся в пределы нашей страны в районе Брестской крепости. Артогон велся по заранее до дюйма рассчитанным целям, расположением личного состава гарнизона крепости. Хотя задача захвата крепости была поручена хваленной 45-й армейской дивизии, год назад бравшей Париж, и она в значительной части состояла из земляков Гитлера Шикльгрубера. И нападение было произведено на спящих бойцов 45-й дивизии. Не удалось захватить крепость ни через 2 часа, ни через 2 дня, ни через 12 дней. Отдельные узлы сопротивления обороняли крепость, и через 12 дней, когда передовые части немецко-фашистской армии были уже за Минском, движущимся с запада немецко-фашистским войскам приходилось обтекать сражающийся Брест, слушая грозную музыку боя, которую вели стоящие насмерть красноармейцы. И среди них было свыше 200 сыновей Чечено-Ингушетии. Немецко-фашистский документ, приведенный в начале, гласит, что сыны Чечено-Ингушетии наивны и легкомысленны, что для них коммунизм не превратился в фанатизм. Но почему эти наивные, легкомысленные, неприверженные коммунизму до фанатизма горцы в первые же часы войны подставили свою грудь под тяжкие удары фашистского оружия и стали насмерть на рубеже наших священных границ? Как дрались с оголтелым врагом эти легкомысленные и наивные горцы, мы знаем только по рассказам оставшихся в живых участников обороны. Подавляющее большинство их погибло в крепости. Вернемся к документу. На Кавказе, как нигде в другом месте России, адаты и мусульманские законы шариата еще крепко держат в руках большую часть населения. Следовательно, гитлеровцы делали ставку на носителей вредных пережитков прошлого и приверженцев шариата. Слово «адат» означает «обычай». Но какой же адат кавказских горцев отрицает пламенную любовь к своей родине? Известно, что все верующие горцы Кавказа, не исключая чеченцев и ингушей, приравняли войну с гитлеровцами к священной войне Газавату. Казалось, старики должны являться носителями пережитков адатов и шариата. Однако патриотическая роль стариков
Великой Отечественной войне отмечено Чечено-Ингушским обкомом ВКПБ постановление об итогах проведения призыва добровольцев, чеченцев и ингушей в Красную армию, где говорится, цитируем: «В результате проведенной огромной партийно-политической работы партийная организация республики добилась значительного подъема политической активности трудящихся масс, еще больше объединила вокруг себя кадры советских патриотов, особенно патриотов-стариков. Войнахи, то есть чеченцы и ингуши, наравне с воинами других народов Советского Союза беззаветно сражались в битвах за установление советской власти в годы Гражданской войны, а их сыновья яростно дрались за родину в годы Великой Отечественной войны. Лишь благодаря долгой, кропотливой работе, проделанной писателем Смирновым, всему миру стала ясна потрясающая картина ожесточенной обороны крепости, где красноармейцы били с врагом до последнего патрона, до последнего вздоха. По свидетельствам оставшихся в живых участников героической защиты, по скудным документальным данным штабных архивов, по различным косвенным заключениям и доказательствам, имеющимся в Музее обороны крепости Героя, известно, что за все дни боев в цитадели и прилегающих к ней 3 укрепрайонах погибло свыше 2000 красных бойцов и офицеров, их в числе свыше 200 земляков из Чечено-Ингушетии.